в эфире телеканала Кимус, программа «Кефир». И с вами я, ведущая данной программы Аджамал Осмонова. Напомню, телефон прямого эфира 56 46 85. А главный партнер и спонсор нашей программы – это компания «Шоро», родниковая вода «Легенда», которую вы сейчас можете увидеть на нашем столе. Данной водой мы наслаждаемся, пьем во время каждого из наших эфиров. И у нас сегодня очаровательнейшие гости, дорогие друзья. Наша программа стала своеобразной площадкой, можно сказать, для демонстрации кыргызстанской красоты, даже если обширно сказать. У нас сегодня, дорогие друзья, очаровательные миссис Кыргызстана, которые показывают свой талант, свою красоту не только у нас в стране, но и также за рубежом. А если конкретизировать, это миссис Кыргызстана. Это Марина Панкратова. Также сегодня с нами Тансулова Мурзакова. Девчонки, в первую очередь поздравляю вас с победами. Хоть и не совсем недавно, скажем, не на прошлой неделе закончился конкурс, но тем не менее, думаю, это большая победа. 56 46 85, телефон прямого эфира, задавайте свои вопросы. И сегодня наш вопрос звучит следующим образом. Должны ли замужние дамы участвовать в конкурсах красоты? Вот на такой вопрос будете отвечать вы, а мы пока побеседуем с девушками об их опыте в данной сфере. В первую очередь хочу задать вопрос Марине, так как у тебя, я вижу, иероглифы на ленте, и, возможно, не все поняли вообще, что это был за конкурс. Расскажи нам более подробно, куда ты съездила, где участвовала, что привезла с собой. Здравствуй, Джамал, здравствуйте, телезрители. Действительно, конкурс проходил в Китае. Это был мировой конкурс, в котором участвовали 50 стран. Вот. Ну и меня пригласили как замужнюю модель представлять нашу страну. Вот. Каким образом проходил отбор? Вот многие замужние девушки, например, узнали, что у меня сегодня эфир, на данную тему интересовались. Как вообще можно попасть на такой международный конкурс? Ну, на самом деле, сколько конкурсов, столько и ситуаций. В моем случае вообще произошло непредсказуемо, потому что в одно из столичных агентств поступила заявка о том, что нужна девушка, которая будет представлять нашу страну, девушка замужняя, либо имеющая детей. И агентство, конечно, не могло взять девушку с улицы, то есть знакомую или еще кого-то. Девушка должна быть профессиональной моделью, потому что нужно уметь ходить по подиуму, нужно хорошо держаться, хорошо себя представлять. Вот. И ну, в нашем городе, к сожалению, наверное, не очень много девушек, которые замужем и которые в настоящий момент работают моделями. Вот. А я как раз одна из них. Вот. И поэтому мне предложили, и я согласилась. Ну, здорово. Тансулова, расскажи, пожалуйста, ты о своем опыте. Как ты попала на конкурс «Миссис Кыргызстана»? Во-первых, это мой супруг увидел, и потом он здесь. Он сам увидел объявление, Да, получается. потом он мне сказал, иди, ты выиграешь. Вот так вот. И я пошла. Я, если честно, думала, я не выиграю. Ну, я как-то просто, мне просто это было интересно. Вот так вот. Ну, потом вышло так, что я стала миссис Кыргызстан. То есть все так просто. Если Муж честно, сказал, иди да. выиграешь, и так Да. пошла и выиграла. Да. А Он сказал, была ты ли выиграешь. какая-то толика сомнения вот перед тем, как пойти на конкурс? Ведь все-таки у нас действительно очень много красивых девушек. Нет, абсолютно. Ты хочешь с этим поспорить? То есть у нас девушки в городе Нет, не у очень нас красивые. девушки очень красивые, я не спорю, но я почему-то, я была уверена, что я выиграю. Почему? А с чем была связана твоя уверенность? Чем ты вот ну, именно потому что- мотивировалась? Ну, потому что я всегда уверена в себе, во-первых. Во-вторых, ну, для этого у меня есть и внешность, и все, не знаю. Вот ты знаешь, ты говоришь с такой уверенностью, даже могу сказать самоуверенностью. И чаще всего, когда девушки именно так говорят о конкурсах красоты, складываются очень неладные впечатления о том, насколько честна была победа. Расскажи, пожалуйста, нет. вот на данном конкурсе, на котором ты участвовала, ходили ли какие-то слухи относительно вот твоей победы? Во-первых, спасибо большое Намазбекову Расколю, и ничего такого там не было, все было честно. В это время, тем более она была в положении, и все было честно на самом деле. И никто так, ну, деньги там, знакомых, там ничего такого не было, все было честно. Хорошо, ну, видимо, Тансулова действительно очень уверенная девушка. Я знаю, что Марина у нас отличается скромностью, но тем не менее она не перестает работать над собой. Расскажи, пожалуйста, как ты, с каким настроем ты ехала за рубеж? И, кстати, в какую страну? Ну, да, это был Китай. Конечно,
присутствовало большое волнение, потому что модели профессиональные, подиумные, и модели, которые участвуют в конкурсах красоты, это немного разные модели. И участие в таком большом мировом конкурсе – это первый для меня опыт. Поэтому, конечно, я волновалась, конечно, я переживала. Столько девушек будет, столько красавиц с разных стран. Конечно, я волновалась. Вот. Но, в принципе, моим коньком было то, что я работаю моделью. И с большой уверенностью я ходила по подиуму, с большой уверенностью я хорошо держалась, позировала. Очень многие девушки только там учились ходить по подиуму. То есть опыт достаточный был для участия в конкурсе. Расскажи, пожалуйста, сколько лет до этого конкурса ты проработала моделью? Ну, наверное, где-то 4,5 года. Можно сказать, достаточно. Танцула, вот у тебя до конкурса был ли опыт в модельной сфере? Да, есть у меня тоже опыт. И я обучалась у Замили Мулдошевой. Я тоже ходила на подиум, я все это знаю, как бы есть у меня тоже опыт, то, что я тоже умею вести себя, как надо позировать, но просто потом мы долгое время с супругом жили в Астане, и из-за этого я потом не смогла. Так, да, у меня тоже был такой опыт. Но раз уж ты заговорила о том, что ты знаешь, как должна себя вести модель, я думаю, грех будет не рассказать и не поделиться с нашими телезрителями о том, какую же этику все-таки должна соблюдать модель. То, что касается этого, ну, как сказать, ну, главное, она должна уметь правильно вести себя, ну, улыбаться, ходить красиво, и походка, думаю. То, что я делала. То есть ты думаешь, что вот эти вот 3 фактора есть основные? Ну да. А что касается вот именно того, как нужно преподносить себя на сцене, как нужно обращаться с людьми, с коллегами, с другими девушками, как общаться? Обращаться с людьми, ну там все люди сидят, на тебя смотрят, а твоя работа ходить красиво и улыбаться. Ну, на самом деле... Могу сказать, что очень такое неоднозначное мнение. Я думаю, что Марина поделится другим. Ну, конечно, в первую очередь обращают внимание не только на то, какие красивые у тебя платья, и то, как красиво ты ходишь. И стоит только понаблюдать за организаторами. Они все конкурсные дни наблюдают за девушками, за тем, как они себя ведут, как они реагируют на какие-то конфликты, влезают они в эти конфликты или нет, насколько они вежливы, насколько они сдержаны. Потому что королева красоты – это эталон женственности, сдержанности, благородства, мира. То есть национальная красавица должна нести национальное достоинство. И, конечно, на это обязательно в первую очередь обращают внимание и смотрят, насколько ты богата внутри. Танцула, ты согласна с этим мнением? Конечно, согласна. Вот, на данном конкурсе, в котором ты участвовала, расскажи, пожалуйста, вот интеллектуальные способности, скажем, какие-то познания, эрудиция, каким-то образом у вас определялись, может быть, на кастинге проводилось? Нет, ничего такого там не было. Но у нас только танец, там, выход и этот слайд-шоу. Такие умные вопросы, такого там не было. А если бы вот такие вот Хотя вопросы хотели. были бы, как бы ты на них отреагировала? Ты уверена в себе? Нормально, ну, конечно. То есть образование у тебя есть? Конечно, есть. Тогда расскажи более подробно нашим телезрителям, где ты обучалась. Я только Чем в этом занимаешься? году закончила университет. У меня международное право, юридическое. Вот. А кроме этого я еще за жизнь. Я 2 года проработала, а сейчас в данное время я готовлюсь на конкурс мировой и дома. Расскажи, пожалуйста, что это будет за конкурс? Этот конкурс будет «Миссис Вселенная» в Беларуси 29 августа. Отлично. Марин, я думаю, что конкурс, в котором ты участвовала, является не менее масштабным, по крайней мере, по размаху, насколько я сама видела по фотографиям и по количеству участников. Расскажи, пожалуйста, какой была конкуренция на данном конкурсе? Ведь все-таки ходят стереотипные мнения о том, что модели не дружат, но я, основываясь на свой личный опыт, могу сказать, что больше друзей заводишь, нежели конкуренток. Вот в твоем случае как это все было? Ну, конечно, конкуренция была. Как без этого? Это же девочки. Без конкуренции То есть чувствовалась никак. она остро? Конечно, безусловно. Но такой откровенной агрессии не было. То есть битых стекол в туфлях и порезанных платьев, слава богу, не было, конечно. Но холодная война
элементы холодной войны чувствовались. То есть какие-то сплетни, какие-то деления на группки у девочек. И причем вот я заметила не только я, что такое поведение типично почему-то у девушек с бывшего Советского Союза. То есть наши украинки, наши русские девушки, с Белоруссии девушки, вот они как-то к этому склонны. А девушки, которые приехали с США, с Новой Зеландии, с ЮАР, они очень дружелюбные и очень открытые к общению. То есть у тебя по большей части друзья были не со стран СНГ? Да. И мы очень сильно подружились с девушкой из Казахстана. Мы были такие подруги, поэтому мы держались вместе и, в общем-то, вместе шли к победе. Она тоже вошла в топ-15 красивейших женщин мира и тоже получила номинацию, как и я. Тансула, расскажи, пожалуйста, вот на данном конкурсе завела ли ты новых подруг? Да, мы до сих пор общаемся, все женщины, девушки. И мы все дружные, даже мы собираемся, очень часто сидим вместе. Ну, в общем, мы дружные. А вот их Там отношения такого не после было. получения короны тобой Всё каким-то образом прекрасно. изменилось или нет? Нет, все прекрасно. Все прекрасно, но потому что они уже заранее говорили, что я должна выиграть. Ну, я не знаю. И все прекрасно, мы до сих пор общаемся, встречаемся, ну, не знаю, все нормально. А вообще, как ты считаешь, дружба может быть между красивыми девушками? Конечно, может быть. Может быть. А между красивой и некрасивой? Тоже может быть. Марин, расскажи, пожалуйста, вот поделись своим мнением О дружбе. о ну, дружбе между женщинами и так далее. Вот еще несколько лет назад я была уверена, что между девушками дружбы нет. Что они, как правило, красивые кто-то и некрасивая, или могут быть элементы зависти, но на самом деле это зависит от внутреннего состояния самой девушки. Если она расположена, если она верит в дружбу, если она вкладывает в эти отношения, то она есть. А если у девушки в голове только то, что дружбы женской не бывает, то ей попадаются такие горе-подруги. Вот я думаю, что стоит отметить, что у Марины не только такие добрые мысли о людях, но помимо этого она еще очень развивается интеллектуально, спортивно, и на последнем хочется акцентировать наше внимание, так как мы встретились с Мариной в один из ее будничных дней и посмотрели, как же она встречает свое утро. Дорогие друзья, наш сюжет про Марину Панкратову, миссис Улыбка, которая достойно представила нашу страну в Китае. Вашему вниманию сюжет, после которого мы продолжим наш эфир, а вы дозванивайтесь до нас по номеру 56 46 85. Красота – это нерушимая сила и неоспоримый рычаг к успеху, считает модель и замужняя красавица Марина Панкратова. Она представляла нашу страну на конкурсе красоты «Миссис земного шара-2014», где принимали участие только замужние женщины. Конкурс красивейших жен мира проходил в Китае в городе Шэньчжэнь. Марина завоевала номинацию «Лучшая улыбка», а также вошла в топ-15 из всех 50 участниц. Участие в конкурсе красоты для Марины стало толчком к самосовершенствованию и зарядило ее позитивной энергией. В одно из столичных агентств поступила заявка о том, что на международном конкурсе на Mrs. Globe нужно предоставить одну из моделей, представительницу нашей страны. Ну и так как у нас не очень много замужних моделей, а нужна была именно девочка-модель, которая может себя показать, предоставить, которая хорошо ходит. Вот, поэтому предложение поступило мне. Красавица состоит в браке уже 6 лет. С мужем Антоном они не только работают вместе, но вместе же и занимаются спортом. Марина даже после вступления в брак смогла сохранить стройность фигуры, но, как оказалось, не по личной инициативе. Ее супруг с самого начала заявил, что желает видеть рядом с собой исключительно подтянутую и спортивную девушку. Ну, во-первых, участие в конкурсе – это, конечно, очень большой опыт. И потому что уровень конкурса очень высокий, очень много знакомств, очень большой опыт, большая сцена. Вот. Ну и из изменений, конечно, стали проявлять больше внимания журналисты, стало это интересно, стали узнавать на улицах,
еще чаще. Заботливая жена, спортсменка, фэшн-модель, добившаяся успеха, уверяет, что каждая женщина, несмотря на семейный статус, должна стремиться следить за своей внешностью, быть всегда ухоженной и никогда не запускать себя. Когда я вышла замуж, в первый, наверное, год или полтора я тоже поправилась, на 8 килограмм поправилась. Вот. И сейчас мне хочется сказать большое спасибо моему супругу, которому это не нравилось, и он мне говорил об этом. И тогда это было очень болезненно для меня, как для девушки, это било по самооценке. Но сейчас я хочу ему сказать спасибо, потому что я за себя взялась, я занялась спортом. Мы живем с мужем, живем с кошкой и живем с собакой. Вот такая вот у нас семья. Совсем недавно мы отметили годовщину в 6 лет. Вот, да. Так что нас можно поздравить. В нашем азиатском менталитете, да, у нас принято, что если вы женитесь, то у вас сразу рождается ребеночек. Мы просто поженились очень рано, и поэтому решили пока и попутешествовать, и поработать, и поучиться столько, сколько хочется. А дети, я считаю, что должны быть желанными, и их нужно хотеть. Вот, и поэтому, как только мы созреем, у нас появится малыш. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что на ваших телеэкранах программа «Кефир», дорогие друзья. И сегодня у нас тема, как и обычно, очень интересная, яркая. Мало того, дорогие друзья, могу сказать, что данная тема интересна каждому из вас, потому что красота – это извечная тема. Ради красивых девушек совершаются различные поступки, дуэли, войны, да что уж там говорить. Поэтому о красивых девушек в нашей программе мы неустанно продолжаем глаголить. 56 46 85 телефон прямого эфира. И мало того, у нас не просто королевы красоты, у нас в гостях замужние королевы красоты, которые, несмотря на то, что у них за спиной есть любимый супруг, за то, что есть дети даже, умудряются еще успевать покорять западные вершины, завоевывать короны. Напомню, что у нас сегодня Панкратова Марина, также Мурзакова Тансула в гостях. Девчонки, раз уж вот мы заговорили о том, что как раз-таки в сюжете посмотрели, что Марина живет с собакой, с кошкой, также с супругом, само собой разумеется. И уже заговорили больше мы на личную тему. И все-таки ваша изюминка всех миссис в том, что вы умудряетесь и успеваете все и везде. Марина, вот расскажи, пожалуйста, более подробно про свою личную жизнь, о том, как супруг относится к твоим увлечениям. Ну, слава богу, мне повезло с мужем, потому что он поощряет мое развитие и радуется, когда я занимаюсь каким-то любимым делом. Поэтому то, что я участвовала в конкурсе, он был только рад, горд и поощрял это. То есть вашу семью можно назвать современной и демократичной? Да, у нас партнерские отношения, каждый развивается, он, наоборот, только рад, чтобы я работала, а не сидела дома, варила детей и готовила борщи. Ну вот я знаю, что по стандартам международных конкурсов обязательным является выход и фотосессия в купальниках. Тем самым ты демонстрируешь свою красоту, можно сказать, миллионам людей посредством социальных сетей, посредством различных медиа. Все это снимается, все это афишируется. Вот, возникали ли у вас какие-то споры по этому поводу? Или он сразу дал тебе зеленый свет и разрешил выходить в бикини? Нет, вообще такого нет. Мне кажется, это очень актуально для девушек-азиаток, потому что мужчины наши азиатские, они такие горячие, ревнивые. Наверное, у европейцев немножко проще к этому отношение, ведь дело ведь даже не в чем-то таком. Твое отношение, если ты не даешь поводов, это просто купальник, это даже не нижнее белье, это просто купальник, и все, поэтому нормально. Как раз таки у нас представительница азиатской национальности Тансул. Расскажи, пожалуйста, вот о своем отношении, об отношении твоего супруга к таким откровенным выходам на сцену. То, что касается азиатские мужчины, но нормально тоже, я знаю, что нормально, и он меня всегда поддерживает, он говорит, есть пока молодость, красота, почему бы нет? Можно демонстрировать. Конечно. Во-первых, он знает, что как бы я верна, люблю его. И то, что касается того, что так я буду там выступать, это творчество. Почему бы нет?
Мгм. То есть, если тебе нужно будет выйти в купальнике или на фотосессию пригласят, он будет не против. То, что касается фотосессии, ну, наверное, нет. То, что касается, если будет такой выход, если у меня вот скоро будет конкурс, ну, почему бы нет? Можно будет И договориться. здесь у нас да, с девчонки мужем? выходят в купальниках, мисс, а что такого? Мгм. Вот сейчас, Марина, раз уж ты у нас из такой современной молодой семьи, вопрос у меня вот такой звучит. У нас даже тема эфира была посвящена брачным контрактам. То есть вот сейчас современные семьи такое практикуют. Различные ситуации семейные имитируют. Если возникнет такой инцидент, такой конфликт, нужно будет предпринять такие меры, чтобы, по крайней мере, уже наверняка знать, как разрешится данная ситуация, застраховаться, да. Как ты относишься к таким вещам? Вот это очень интересный вопрос, потому что в этом месяце мы отметили 6-ю годовщину, 6 лет мы уже женаты, Мгм. вот, и когда мы поженились, когда мы собирались пожениться, у мужа было такое вот условие: я хочу жениться на тебе, но мы составим брачный договор. Мгм. Прям в точку я попала. Да, просто говоришь, как ты знала. Вот, и ну, сейчас это еще тема как-то такая уже обсуждаемая, но 6 лет назад это очень много было вообще горячих споров по этому поводу. И ну, я так, конечно, удивилась. Друзья мои и родственники вообще сказали, что это очень странно. Ну, я просто знаю своего мужа, потому что он деловой человек, и он ни одну сделку не заключает без договора. Брак... Ну, а брак это своего рода Конечно, сделка. конечно. Почему бы не заключить договор, где что-то будет прописано? Ну, мы заключили договор, и, в принципе, вот он уже давно где-то лежит на полке в документах и давно не трогается. Но это вот забавно. У нас- А если не секрет, на какой период времени у вас подписан договор? Его же потом О, продлевать нужно? Да, правда, я не помню. Честно, так давно не заглядывали, не помню даже на какой А есть ли какие-то в нем интересные пункты, которые тебя удивили в самом начале? Ой. Помимо прав и обязанностей. Ну, там все так не очень смешно, забавно. Все. В основном были условия о том, что будет, если. Мгм. Что будет, если вдруг, не дай бог, мы не будем вместе больше. Вот. И там обговариваются условия о том, что будет с детьми, что будет с имуществом и так далее и тому подобное. Вот. Тогда это было актуально. Я была невеста с приданым, он тоже не бедный жених. Вот. Мы это обсуждали. Очень интересно. Вот, Тансула, расскажи, пожалуйста, более подробно про свою семью. Когда ты вышла замуж, сколько лет вы уже состоите в браке, есть ли у вас дети? Да, у нас есть дочка, ей уже 7 лет. Мгм. И я вышла замуж, когда мне было 18 лет, очень Надо рано. же, так Да, рано. Ага. очень рано, и не жалею, все хорошо, я счастлива. Мгм. Мой муж, он как бы понимает меня, все хорошо. Мгм. А вот твоя дочка, она тоже подрастающая королева, можно сказать, принцесса. Как она относится к твоему увлечению? Наверняка она хочет подражать за тобой, повторять, может, каким-то образом, каблуки примеряет, корону. Нет, она у меня чуточку другая совсем. Но она так красивая, высокая, но она любит рисовать, там она на пианино ходит, и она языки хорошо еще умеет, вот гибкая в этом плане. Она творческая тоже. А то, что касается, я всегда вот тоже думаю, там, может, ты хочешь там платье одеть, может, ты хочешь это, но она вот нет, она другая совсем. Мгм. То есть ты стараешься развивать Она своего больше в ребенка папу, во многих планах. Да. Мгм. Марин, расскажи, пожалуйста. Ну, у меня деток пока Я знаю, нет. что у тебя деток нет, вот, но если у тебя будет дочка, давай представим себе. Мы с мужем очень сильно хотим дочку. Очень. Именно дочку. Именно дочку. Мы прямо ждем. Будешь ли ты навязывать ей свои интересы, то есть предлагать ей пойти в модельную школу, выступать на сцене, Нет, я думаю, или что... все-таки ты дашь ей выбор? Конечно, ведь столько выбора есть в мире, и чтобы дочь повторяла линию матери, мне кажется, это скучно. Она выберет то, что ей захочется. Есть не менее женственный балет, танцы, художественная гимнастика, волейбол, очень женственный спорт, рисование, все что угодно. Мгм. Вот относительно, опять же, твоего хобби, модельного бизнеса, я знаю, что говорят, что в модельную школу нужно отдавать
ну, скажем, с 14-15 лет. Это как минимум, чтобы уже к 20 лет девушка стала состоятельной моделью, состоявшейся, вернее. Вот ты достаточно поздно пошла в модельный бизнес. В связи с чем? Были ли до этого у тебя интересы, и кто-то, может быть, тебе не давал, родители, супруг? Или все-таки ты просто поздно это осознала, что тебе вот нужно на сцену? Жалею я, что поздно, потому что еще я была совсем маленькой, только уже подходили и просили моего отца разрешения поснимать меня, что-то попробовать, где-то поучиться. Вот. Ну, просто, наверное, как и многие отцы, он всегда говорил, что это работа не просто непостоянная, абсолютно опасная, авантюрная, поэтому отец был эталоном мужчины для меня, поэтому я слушала его, конечно. Вот. Ну а уже выйдя замуж и через год, думаю, мне все равно продолжали твердить, я через год просто подумала, что ну если не в 20, то когда? То когда? А если я не попробую, то, скорее всего, я буду жалеть. И я попробовала, прошла модельную школу, и после этого мне предложили работу. Ну, девчонки, думаю, вы большие молодцы, можно вам даже медали на грудь повесить за то, что вы успешно как в своем увлечении, в своем хобби, в модельной сфере, так и в семье состоялись. Сейчас же я предлагаю обратиться к гражданам нашей республики, а именно к бишкекчанам, и узнать их мнение на этот счет. Нужно ли замужним женщинам участвовать в конкурсах красоты? Вашему вниманию наша рубрика «Опрос». Если бы у вас была жена, вы согласились бы, чтобы она приняла участие в таких конкурсах? Ну, я бы, если хорошо заплатили бы, я бы согласился бы. Мусулмандарда күйөөгө чыкпагандар деле, чыккандар деле катышпай койсоң да. Многие мужчины будут заинтересованы ей то, что не понравится ее мужу. Мужики, конечно, они всегда так считают, а так почему нельзя? Ну, я не знаю, если она того реально хочет этого, то, в принципе, можно попробовать, почему бы и нет. Ну да, стоит, потому что замужние женщины, они, когда заженятся, они замуж выходят, они красоту свою не теряют. Думаю, да, стоит, почему нет? Но почему бы нет, если она красивая? Уважаемые телезрители, я вновь приветствую вас в рамках вечерней программы «Кефир», если вы только к нам присоединились. Напомню, телефон прямого эфира 56 46 85. И как вы уже поняли с нашей рубрики «Опрос», мы сегодня говорим про миссис очаровательных замужних девушек, которые участвуют в конкурсах красоты. И как мы видим, абсолютно разношерстные мнения, но, к моему удивлению, большинство мужчин с такого светского склада ума отвечают, что да, я бы, в принципе, не прочь. Но когда до дела доходит, наверное, мужчины все-таки меняют свое мнение. Вот, Марин, было ли такое, вот, что где-то вот приревновал, где-то что-то не договорил, но чувствуется какая-то агрессия? Когда меня спрашивают, ревнует ли тебя муж, я говорю, нет, конечно, вы что? Ну, на самом деле, просто поводов не даю. И относятся спокойно. Если я столько лет работаю моделью, разве работала бы я, если бы он сильно был против? Вот. Но когда спрашивают его, он такой человек достаточно спокойный, и когда его спрашивают, ты ревнуешь Марину? Нет, он говорит, да. То есть у него такая тихая ревность. Да, просто как бы, с одной стороны, конечно, он понимает все, что я не остаюсь там после мероприятий на автопати. Я отработала и поехала домой. Но с другой стороны, конечно, когда твоя любимая жена красивая приходит и работает, и там есть и мужчины, и смотрят, и взгляды, наверное, да. Я знаю, что вот в большинстве, скажем, проектов модельных есть такой пункт, что девушка не должна состоять в браке. Бывали ли у тебя такие хорошие предложения, от которых ты не могла отказаться, и в силу этого тебе приходилось приврать, что ты не состоишь в браке? Нет, такого не было. И таких предложений не было, да и мне кажется, я бы не врала. Я бы отказалась от этого проекта. Зачем такой проект, если
меня такой факт не смущает. Я думаю, что замужество, наоборот, добавляет мне достоинства, потому что замужняя женщина, значит, она в проекте будет более дисциплинированной, более мудрой, она не будет скандалить, она не будет опаздывать, потому что, ну, девушки, которые с семейным опытом, они такие более дисциплинированные, более и менее легкомысленные, что немаловажно. Тансулова, вот расскажи про формат проведения миссис Кыргызстана у нас в стране. Каким образом он отличается от мисс Кыргызстана? Каким образом отличается? Ну, наверное, у нас замужняя женщина, они более мудрые на самом деле. И вот также я сказала, что у нас конкурентов ничего такого не было, что мы до сих пор дружим. И, да, это все понятно, но да, мой вопрос наверное... звучит следующим образом. Именно вот, скажем, в конкурсах, в соревнованиях между девушками, есть ли что-то особенное? Может быть, есть какой-то кулинарный конкурс, где вы должны проявить свой талант? Нет, такого не было, ничего такого не было. Ну, наверное, тоже интересно, почему бы нет, почему замуж вышли и дома сидеть, ну, тоже не знаю. Есть очень многие замужные женщины, они намного красивее, чем незамужние, скажем так. То есть категорично, вот твое мнение. Да, чем дома сидеть, почему бы нет? Пойти попробовать, я не знаю, себя показать. Значит, замужние девушки ты считаешь красивее, чем незамужние? Нет, имеется в виду, есть и такие, имеется в виду. Почему бы дома сидеть? Можно пойти попробовать себя. Марин, вот мы видим много девушек, которые выходят замуж с приобретением статуса, они лишаются своей женственности, своей уверенности, своей красоты в силу различных факторов. Кто-то рожает детей, кто-то подается в домашние дела. Какие советы ты можешь дать вот хозяюшкам, которые обрели какие-то комплексы замужеством, а не какие-то достоинства? Ну, вот когда я вышла замуж, через год я поправилась на 8 килограмм. Как это так за год? Муж откормил? У меня свекры шеф-повара. Откормили, да. И, ну, в общем-то, мне казалось неплохо, но мужу прям категорически не нравилось. И он, ну, достаточно прямо сказал мне об этом, что, ну, Марина, надо приводить себя в форму. Это было больно очень, и как девушке, конечно, это уязвляло мое самолюбие. Вот. Но сейчас я благодарна ему за то, что он сказал мне об этом прямо, что он не замалчивал это. Я пошла в спортзал, и вот так я увлеклась фитнесом, увлекло меня это, я похудела и, ну, просто стала больше держать себя в форме. Ну, а девушкам, на самом деле, конечно, не всем нужно советовать быть худыми, не всем нужно советовать быть королевами красоты, мы все разные. И очень многим мужчинам нравится, когда его женщина мягкая, аппетитная, уютная, когда он приходит домой, и от нее пахнет пирожками, и она встречает его. Конечно, и таких очень много мужчин. И девушкам нужно просто спрашивать, может, ты что-то хочешь, чтобы я в себе улучшила, может быть, замечать, подмечать, какие взгляды у него, когда ты в чем-то таком интересном, да, или что-то ты прическу какую-то новую сделала. Ну, просто больше уделять внимание себе и прислушиваться к своему мужчине. Хорошо. Ну, сейчас уже подкрепив тему того, что за собой нужно смотреть, за собой нужно ухаживать, я предлагаю просмотреть рубрику «Кей-фото», в которой вы сможете посмотреть фотографии нашей сегодняшней героини. Это Марина Панкратова, которая приняла участие в конкурсе «Миссис Глоб 2014» и вошла в топ-15, дорогие друзья. Сейчас вашему вниманию рубрика «Кей-фото» с фотографиями нашей героини, после которой мы продолжим наш эфир.
Уважаемые телезрители, я вновь хочу напомнить телефон прямого эфира 56 46 85. Вы смотрите программу «Кефир». И напомню, тему сегодняшней программы, она звучит следующим образом: между браком и сценой. Одним словом, у нас в гостях сегодня миссис Кыргызстана, даже не одна, а их целых две, которые принимают участие в различных конкурсах как локального уровня, так и международного масштаба. И хочу отметить, что Тансулу в скором времени поедет на конкурс «Мисс Вселенная», а Марина вот буквально год назад съездила на конкурс «Мисс Глоб». Полгода назад. Даже полгода назад. Марин, вот расскажи, после данного конкурса, есть ли у тебя желание отправиться дальше, покорять именно зарубежные страны? Ну, я бы не сказала, что теперь я хочу участвовать во всех конкурсах на свете. Я думаю, надо расти и не останавливаться на чем-то таком. Но если будут какие-то интересные предложения, которые я посчитаю интересными, меня развивающими, то я с удовольствием представлю нашу страну. А именно вот с данного конкурса «Мисс Глоб», помимо наград своих, помимо 2 красивых лент с титулами, что ты еще полезного для себя извлекла? Ну, это, конечно, огромный опыт, очень большой опыт, потому что уровень действительно масштабный, большой, и очень много знакомств, очень много... А это и впечатления, конечно, и эмоции, и путешествия, и это все в целом. Я думаю, что он где-то меня даже поменял внутри, придал больше уверенности и вообще сильно поменял этот конкурс. А как у вас дела обстояли с дисциплиной? Потому что вот когда я участвовала в одном из таких конкурсов, приходилось вставать в 6-5 утра, чтобы привести себя в порядок, и буквально до 12 часов ночи приходилось стоять на ногах, позировать, где-то выступать, где-то еще в каких-то мероприятиях социальных, благотворительных принимать участие. Вот в конкурсе, в котором ты участвовала, расскажи, какой был размах? Так и есть, на самом деле так и есть. И более того, мы не имели права выйти просто из своего номера не накрашенной, или в бигуди, или в халате. Это нельзя так выходить, потому что ты национальная красавица, ты представительница страны, так выходить нельзя. И более того, ты с утра до вечера должна быть при полном параде, в красивом платье, всегда на каблуках. И это с утра до вечера, с утра до ночи. Вот. Ну, это того стоило. Скажи, вошло ли это в привычку после конкурса, что каждое утро ты просыпаешься, сразу наводишь марафет, красиво одеваешься и отправляешься там на работу, да, по делам своих? Работа такая. Я работаю руководителем, поэтому если я приду не накрашенная, растрепанная, чего в принципе не бывает, то меня не поймут. Но все равно я стараюсь не краситься прямо полностью, не полный боевой раскрас, просто скромно, деликатно, подчеркивая свои достоинства. Я думаю, эти советы, безусловно, очень полезны будут для всех наших очаровательных телезрительниц, которые сейчас сидят у телеэкранов, и я думаю, что вдохновляются победами наших очаровательных девушек. Панкратова Марина и Амурзакова Тансулу, наши восхитительные миссис Кыргызстана, сегодня у нас в гостях. Сейчас будет небольшая рекламная пауза, телефон прямого эфира 56 46 85, будьте вместе с нами. Уважаемые телезрители, у нас остаются считанные минуты до конца программы. Напомню, что тема сегодняшнего часа звучит следующим образом. Мы говорим про участие замужних женщин в международных и местных конкурсах красоты. Ну, соответственно, выход на сцену, демонстрация своей красоты, демонстрация красоты не только на локальном уровне, но и также на достаточно имиджевых, таких вот известных конкурсах. Вот, например, Панкратова Марина, девушка, которая здесь слева от меня, участвовала в конкурсе «Миссис Глоб» в 2014 году, а Тансулу совсем недавно выиграла титул «Миссис Кыргызстана». Расскажи, пожалуйста, Тансулу, какие женщинам, состоящим в браке, о том, как нужно выглядеть дома. Потому что, судя по мнениям мужчин, большинство, скажем, мужей теряют интерес к своим женам тогда, когда она перестает за собой ухаживать. Есть ли у тебя какие-то свои секреты? Знаете, я могу быть и некрашенной, разной. Не бывает такого, всегда ты крашеный. Ну, не знаю. То, что касается, конечно, надо ухаживать за собой. И надо тоже стараться дома красивой быть ради мужа.
Ну вот именно какие-то твои секреты, может, какую-то масочку ты с утра делаешь, может быть, вечером Нет, также выходишь на пробежку или что-то еще вот иное? Ну нет, но я спортом занимаюсь, конечно. Мгм. Тоже это как бы дает красоту. Кроме этого, да, я делаю маску, это вообще обалденно. Ну Всем вот давай говорю. ближе к делу рассказывай. Это, в общем, овсянка, 3 ложечки, и можно сюда добавить меда. И 2-3 капельки масла, оливкового масла. И вот на 15 минут в неделю 2 раза можно сделать. Советую, очень просто обалденно, классно. То есть параллельно готовя завтрак для своей семьи, ты берешь эту овсянку и наносишь еще на лицо. Да, и утром овсянку Приятное с кушаем. полезным. Да. Марин, какие у тебя есть секретики? Да не знаю, как любая женщина. Давай не жадничай, делись. Нет, на самом деле, ну, секретов каких-то там таких нет, чтобы хорошо выглядеть, ну, мои лично, да. Это спорт, это правильное питание, это активный образ жизни. Вот. А для мужа дома, не знаю, для него я самая любимая, родная, когда без макияжа, когда не накрашена, когда проснувшаяся. Он меня такой любит и очень рад, когда я вот такая. Для него я такая родная. Я знаю, что есть такие женщины, которые специально встают на 2 часа раньше, чтобы Это навести вначале марафет. То есть вначале было так. Нет, слава богу, Потом уже не так. Мне с внешностью повезло, поэтому не приходится так делать. Вот, а у Тансулы, видимо, что-то такое Да, было у меня, подобное в начале. ну да, всегда я старалась, как бы, Когда вы только вначале, привыкали да, друг к другу. каждый день крашеная ходить, и потом уже, конечно, нет. Потом можно уже брови только сделать, и можно ходить. Ресницы есть. Все на месте, да, как Конечно. говорится. Хорошо. Сейчас вашему вниманию рубрика «Кей-фото» с фотографиями нашей гости, миссис Кыргызстан 2015 Тансулу Омурзаковой. После этой рубрики мы вернемся в студию. Ну что ж, мы только сейчас имели возможность лицезреть фотографии нашей сегодняшней гости, вернее, одной из них. Это Тансулу Омурзакова, миссис Кыргызстана 2015. Вот многие люди, я знаю, которые не владеют английским языком, путают понятия миссис и мисс. Я хочу уточнить, что миссис – это те девушки, которые состоят в браке и участвуют в конкурсах красоты. Посмотрели сейчас фотографии Тансулу, видим, что есть уже у тебя ребенок, Да. есть любимый, любящий супруг. Да. Какие у вас дальнейшие планы на будущее? Хочешь ли ты еще детей завести? Конечно. Или пока хочу. что время для карьеры у тебя? Нет, ну то, что касается детей, конечно, хочу, надо еще. Так. А то, что касается карьеры, ну пока что да, думаю, пока у нас есть планы, ну попозже, да, надо будет мальчика завести. Хорошо. Вот мне вот что интересно по поводу самого конкурса. Я думаю, самый такой долгожданный момент на конкурсе, когда помимо объявления победительницы, тот момент, когда победительница прошлого года вручает корону, одевает ее на голову уже новой миссис. Расскажи, пожалуйста, про этот момент. Насколько он был волнительный для тебя?
Я знаю, что прошлогодняя победительница, она достаточно старше, Да. ей 40 лет на данный Да. момент. Расскажи, вот успели ли вы с ней познакомиться, или вот только на сцене вы с ней Нет, встретились? мы до этого познакомились. И, кстати, она очень красивая. Не женщина, а девушка. Она очень хорошо выглядит, она очень красивая. А то, что касается, конечно, волновалась. Да, волновалась. Но я не ожидала, честно, я не ожидала. Но волновалась, так. Ну, к сожалению, Наргизы Осмоновой, кстати, это моя однофамилица, победительница прошлого года, миссис Кыргызстана 2014, сегодня с нами нет, в силу, опять же, семейных обстоятельств, но мы успели съездить к ней домой и посмотреть посмотреть вообще на ее жизнь со стороны, как она живет, какая у нее семья, насколько она приветливая и гостеприимная в нашем следующем сюжете. Миссис Кыргызстана 2014, мы побывали у нее дома. Наргизе Осмоновой стереотипы о женщинах бальзаковского возраста нипочем. К своим 40 годам она успела состояться не только как образцовая жена, мать и бабушка, но даже завоевала почетный титул «Миссис Кыргызстана 2014», а затем представляла нашу страну в Эквадоре на соревновании «Миссис Королева мира 2014». Она стала первой вице-миссис. Наргиза с молодости мечтала блистать на сцене, но консервативная мама, а потом и строгий муж подобные стремления не разделяли. И только став бабушкой, она смогла уговорить супруга отпустить ее на конкурс красоты. На тот момент мой муж был в отъезде. Я дома была одна, скучала, как говорится. Моя работа временно на тот момент приостановлена была. В общем, она, чтобы не тратить время зря, я ходила на курсы актерского мастерства к Турузбеку Джумалиеву. И как раз вот в это время, в течение недели, смотрю, реклама. Вот и думала поучаствовать. А мужу говорю, как он приехал, я говорю мужу, а ты знаешь, ну ты же меня оставил, ты же меня с собой не взял. Знаешь, и мне было дома скучно, я теперь участвую такой-то конкурс, оказывается, я участвую там гран-при, поездка в Америку, оказывается, а вдруг, да, такая пошутила просто. Ну, даже если первое, второе место не займу, ну, хотя бы третье место я обязательно займу, да. На сегодняшний день успешная бизнес-вумен и заботливая жена имеет 2 дочерей. Старшая уже вышла замуж, а младшая учится в 10 классе. Когда она сказала нам, что она будет участвовать, мы все были за. Мы с сестрой особенно всегда хотели, чтобы мама выступала, пела, снималась в фильмах, потому что это как сказать, это ее. Когда мои одноклассницы узнали то, что моя мама миссис Кыргызстан, они не поверили сначала, они такие, ну как, ты же нам не говорила, я никому не говорила об этом. Потом мама стала примером для подражания для них, как бы сказать. Потому что у меня в лице одни девочки, и когда мы утром вставали, мы начали тоже так косички красивые делать. Ну, представляли то, что мы тоже мисс Кыргызстан, или такие конкурсы с собой проводили между собой. И когда я приехала домой, я была очень рада. Бары бекен эсте баягы, бак чети айыл аягы, күн чыга ишке бараттык, күч алып шаттык баяны. И, кстати, она спела для зрителей нашего канала не просто так. Ведь миссис Наргиза делает первые шаги на эстраде, исполняя заветную мечту молодости. Она уже успела сыграть одну из главных ролей в лирической мелодраме «Бар Үмитим Сенде». Наргиза советует всем женщинам реализовывать себя и свои мечты, и сама не собирается останавливаться на достигнутом.
Ну вот мы и познакомились с очередной миссис Кыргызстана прошлого года. Побывали у нее в гостях, она нас очень тепло приняла, вкусным обедом и также поделилась своими успехами, своими достижениями и, соответственно, о своем пути к достижению заветной цели. Вот, девчонки, мы видим, что достаточно взрослая женщина в 40 лет, 39 лет, вернее говоря, осознала, что да, это моя мечта выйти на сцену, да, я этот конкурс должна выиграть. Как вы себя видите в этом возрасте? Ох. Лет так через 10-15. Ну, конечно, большой дом, много детей, большая семья, загородные поездки, путешествия вместе с детьми куда-нибудь. Ну, я думаю, обязательно нужно заниматься тоже делом каким-то любимым, не останавливаться, не растворяться только в семье. Ну, это лично мой случай. Я бы хотела еще как-то развиваться, что-то иметь такое. А в 40 лет ты пошла бы на участие в конкурсе красоты? Ну, не знаю, потому что, возможно, у этой девушки в 20 не было конкурса, и она захотела в 40. Это отлично. Но у меня в 25 случился конкурс. Я думаю, что через 15 лет у меня что-то другие возможности появятся. И все-таки, опять же, возвращаясь к нашей главной теме, дорогие девушки, напомню, говорим мы про брак и про совмещение семейных уз со своими увлечениями. Тансул, какие советы ты можешь дать молодым девушкам, которые только вышли замуж, чтобы добиваться своих целей и при этом оставаться идеальной супругой? Ну, наверное, надо всегда работать над собой. Работать и работать над собой. И всегда быть интересной, конечно, и для мужа, и вообще там, для друзей, и вообще. И чтобы жизнь была интересной, надо учиться, думаю. Ну, так как я очень люблю всякие книжки читать, вот такая я девушка, женщина. И я думаю, вот это уже более интересная тема, что оказалось, ты не только в сфере красоты развиваешься. Расскажи нам более подробно о том, какие книги ты любишь, какую литературу предпочитаешь. Да. Ну, я сейчас перестала. Вообще-то когда я еще была маленькая, с детства я всегда пишу всякие стихи. Я вот любила, я и пела. А сейчас книжки не читаешь? Книжки я читаю. Но детям уже, наверное. Да, я книжки читаю разные. А вот твой любимый писатель, любимый автор? Корнилов, конечно. Я недавно прочитала, но книжка, конечно, чуточку добрая, потому что у нас жизнь такая сейчас, я не знаю, ну, а так нормально. Ну, всякие. Ошо еще я люблю есть. У него всякие, там, то, что касается, как себя вести, ну, много чего, не знаю. Я вот люблю книжки читать. Вот так вот. Ну, духовно надо расти, я думаю. Не то, что же красота. Красота это уйдет, потом останется духовность, я не знаю. Марин, вот все-таки, как бы то ни было, есть такое понятие, как зависть. Как бы прискорбно это ни звучало, если ты красивая, яркая девушка и выделяешься из серой массы, то, я думаю, зависти не избежать. Расскажи, пожалуйста, встречала ли ты очень завистливых людей на своем пути и как с ними нужно бороться? А зачем с ними бороться? Я стараюсь избегать таких людей. И в моем окружении таких мало, потому что если я вижу, что человек как-то недобро смотрит, осуждает, обсуждает, все это чувствуется в отношении, в энергетике человека. Я стараюсь удаляться от таких людей. Мне это не нужно это в жизни. И нужно просто не обращать внимания, одним словом. Кто-то говорит, что пусть мне все завидуют, пусть завидуют. Я не из того числа, мне кажется, зависть – это плохое чувство. Бывает восхищение, а бывает зависть. И зависть, она побуждает, постоянно грызет человека, он что-то хочет плохое придумывать, поэтому я стараюсь удаляться от таких людей. А есть такое понятие, как белая зависть. Я думаю, просмотрев наш сегодняшний эфир, многие девушки прониклись именно белой завистью и уже вдохновившись достижениями наших сегодняшних героинь, отправиться также постигать свои заветные мечты. Уважаемые девушки, я еще раз вас поздравляю с вашими победами. Пусть это будут не первые победы на вашем пути. И наша рубрика «Свободный микрофон». Пару слов в адрес телезрителей и в адрес всех тех, кто сегодня нас смотрел. Ну, дорогие девушки, любите себя, уважайте. И если
у вас есть какая-то мечта, если вот вы хотите, но боитесь, мы же девушки такие, мы всегда в себе сомневаемся. Не сомневайтесь, у вас одна жизнь, и нужно обязательно это сделать. Когда, если не сейчас? Вот. Ну и, дорогие мужчины, любите своих жен, поощряйте, делайте нам комплименты, мы от этого только расцветаем. Комплименты и подарки. Как же без подарков? Как без Тансуло, них? также слово тебе. Ну, спасибо, во-первых, вам. И, ну, также, вот, как сказала, и, ну да, надо попробовать. И вот так вот. Немногословные наши гости, но тем не менее, я думаю, что мысль понята и донесена до наших уважаемых зрителей. Девчонки, спасибо вам, успехов. И, к сожалению, наша программа подошла к концу, но это всего лишь один эфир. Впереди много увлекательных тем. Оставайтесь на нашем канале, следите за нашими эфирами. Напомню, что наш телефон 56 46 85. Относительно любых вопросов и предложений вы можете обращаться к нам по этому телефону, а также посредством социальных сетей. Выражаю благодарность компании Шоро за поддержку при создании нашего проекта. Меня зовут Аджамал Осмонова. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами вновь в 19:30 на телеканале Кимус. Оставайтесь на нашем канале.